Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызымок». Мы с «Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Тема нашей сегодняшней беседы – это меры государственной поддержки российских семей. Мы поговорим о размерах пособий и выплат в 2018 году. На вопросы будет отвечать Кирилл Петрович Андреев. Это специалист проекта «Семейный юрист» КРО «Семьи России». Кирилл Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Кирилл Петрович, как известно, в конце прошлого года президентом был подписан закон об увеличении выплат мамам за первого ребенка. А с 1 января 2018 года начата реализация новых мер поддержки российских семей. В частности, установлена ежемесячная денежная выплата, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка. Скажите, пожалуйста, до какого возраста ребенка она выплачивается, каков размер этой выплаты? И будет ли она зависеть от прожиточного минимума в регионе и, например, дохода семьи? Смотрите, Оксана, дело в том, что здесь не совсем корректная формулировка относительно увеличения, поскольку это абсолютно новая выплата, предусмотренная новым федеральным законом номер 418, который, как вы сказали, был принят в конце прошлого года. То есть такой выплаты раньше вообще Нет, раньше не было? вообще не существовало. При этом нужно отметить, что данный закон предусматривает два вида выплат, то есть это выплаты на первого ребенка до достижения им 1,5 лет и выплаты на второго ребенка до достижения им 1,5 лет. При этом есть такой нюанс, что выплаты на второго ребенка это является использование средств материнского капитала. То есть это уже новый вид использования данной выплаты, которая полагается родителям, которые имеют второго и третьего ребенка. Вот. Данная выплата, то есть, осуществляется в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка в субъекте Российской Федерации, за второй квартал года, предшествующему обращению. То есть, поскольку данная выплата является новой и только с января данного года она выплачивается семьям, то за расчетный период берется второй квартал 2017 года. Вот. При этом необходимым условием для получения данной выплаты является получение семьей среднедушевого дохода не более чем полуторной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, опять-таки установленный на второй квартал предыдущего года. То есть таким образом, если мы возьмем, предположим, семью из 3 человек, где оба родителя трудоспособные, то есть их доход на момент обращения приблизительно не должен превышать 48 тысяч рублей. То есть они должны собрать справки о доходах, в частности, да, еще да, от них будет требовать документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации, также постоянное проживание на территории, ну, это опять-таки все подтверждается одним документом фактически, то есть паспортом гражданина Российской Федерации и свидетельством о рождении на ребенка. А первый ребенок должен быть рожден в определенные какие-то сроки? Да, это касается исключительно детей, которые рождаются с 1 января 2018 года. А к усыновленным детям относится это? Да, это относится также к усыновленным детям. И здесь вопрос рождения ребенка не является определяющим, однако период усыновления должен также начинаться с января 2018 года. Спасибо большое, Кирилл Петрович. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы сейчас работаем в прямом эфире, и вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию и задать интересующие вас вопросы по теме нашей беседы. А говорим мы сегодня о мерах государственной поддержки российских семей и о размере выплаты пособий, в частности, по рождению ребенка, материнский капитал, что изменилось в отношении выплат по материнскому капиталу в 2018 году. Поэтому звоните, задавайте свои вопросы. Кирилл Петрович, скажите, пожалуйста, а куда необходимо обращаться с документами для того, чтобы оформить такую выплату? Обращаться необходимо в Управление труда и социальной защиты населения, то есть по месту проживания данной семьи, то есть они у нас расположены по районам. То есть по месту проживания. По месту проживания. Там, я думаю, также дадут, наверное, перечень документов. Да, там дадут перечень документов, он достаточно широкий, но там, опять-таки, этот перечень, он широкий для разного, скажем так, перечня ситуаций, которые возникают у людей. То есть в том случае, например, если же один из родителей отбыл на срочную воинскую службу, там необходимо будет подтверждение справка из военкомата, ну и тому подобное. То есть в зависимости документов. Уже от частного конкретного Хотя, случая. в общем-то, перечень документов, которые необходимо предоставить, не сильно большой. Спасибо.
С этим понятно. Насколько известно, еще с 1 января государство планирует предоставить льготы при получении ипотеки. Вот именно семьям, у которых 2 и более, да, 3 ребенка. Вот как с этим? В чем суть этой программы? На какой срок планируется она будет работать? И по какой процентной ставке смогут брать ипотеку в таких случаях вот такие семьи? Действительно, постановлением правительства Российской Федерации в конце года был предусмотрен порядок субсидирования ипотечных займов для семей, имеющих 2 и 3 детей. Вот. Данная льгота подразумевает получение снижения, прошу прощения, ставки по ипотечным займам. Она снижает займ до 6%, однако здесь нужно понимать, что есть ограничения, поскольку максимальный размер ставки, предусмотренной, то есть кредитной организации, не должен превышать на 2 процентных пункта ключевую ставку Центрального банка. То есть вот это достаточно существенное ограничение, в связи с которым, то есть, нужно будет еще найти ту кредитную организацию, которая будет работать по данным условиям. Программа эта начинает работать с января данного года и до 31 декабря 2022 года. На 5 лет рассчитана? Да, она рассчитана на 5 лет. При этом понижение ставки по кредиту будет рассчитываться, то есть для семей, имеющих 2-го ребенка, также до 6%, но в течение периода 3 лет. По истечении этого периода, то есть размер ставки по кредиту не должен превышать ключевую ставку Центрального банка плюс 2 процентных пункта. Вот. Для семей, имеющих 3 детей, данная программа будет рассчитана на 5 лет. То есть они будут получать эту льготу за понижение этого кредита на протяжении 5 лет. Если же семья, имеющая 2 детей, в период действия этой программы родит 3-го ребенка, они могут претендовать на увеличение этого срока на 5 лет. То есть правильно ли я понимаю, получается, что вот снижение этой процентной ставки кредита идет за счет того, что остальную часть процента оплачивает государство? Это как своеобразная субсидия? Да, там данная субсидия, субвенция идет из федерального бюджета, который возмещает банку разницу между ставкой банка по ипотечному кредитованию и фактически выплачиваемой семьей. То есть это еще одна форма поддержки, да, государством, которая на сегодня начала уже функционировать. Приобрести по такому проценту по ипотеке жилье можно только на первичном рынке или же вторичный рынок? Да, тоже есть ограничение о том, что жилье приобретается исключительно на первичном рынке. А что касается рефинансирования ранее взятых кредитов, возможно ли это? Нет, к сожалению, то есть там постановление правительства регламентирует о том, что может быть рефинансирование ранее взятых кредитов, однако данные кредиты должны быть взяты не ранее, чем январь 2018 года. То есть в данном случае пока еще речи о рефинансировании не идет. Спасибо. Кирилл Петрович, если поговорить о пособиях для одиноких матерей, в 2018 году что-то изменится? Вот какие выплаты положены, да, одиноким матерям, и изменились ли они? Ну, если говорить о специальных выплатах для одиноких матерей, то кроме индексации там, конечно, пока изменений особых нет. У нас есть выплата, которая предусматривается из средств бюджета Республики Крым. Вот. Она осуществляется до достижения ребенком 18-летнего возраста, однако за обращением за данной выплаты нужно обращаться ежегодно. И осуществляется она раз в квартал, там, в размере где-то порядка 5000 рублей. То есть пока в этом без изменений, да, все остается по-прежнему. Ну, кроме этого, одинокие матери также могут претендовать и на другие выплаты, да, которые абсолютно, есть. Да? то есть, которые Что это за помощь? Кем она может оказываться? То есть, может быть, работодатель, да, что-то выплачивает? Ну, к примеру, если мы говорим то есть, о выходе на декрет, то они имеют право на выплату в размере 40% от заработной платы, если это были работающие матери. Если же они не работающие, они могут претендовать на выплату от центра занятости, там где-то в размере 5800 рублей приблизительно.
Мгм. Эта выплата производится до достижения ребенка 18-летнего, то есть до полуторагодовалого возраста. Если получить статус малообеспеченной семьи, да, вот такой одинокой матери, что это даст? То есть как оформляется вообще такой статус, даже, может быть, не одинокой матери, вообще семьи, у которой небольшой доход? Что для этого нужно? Какие показатели позволяют получить такой статус? Как мы говорили, в принципе, ранее с вами об этом, для получения статуса малообеспеченной семьи у семьи должен быть среднедушевой доход на каждого члена семьи менее прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. То есть у нас на сегодняшний день это должно быть где-то порядка менее чем 10 800 рублей приблизительно, то есть если память не изменяет, на каждого члена семьи. То есть подается тоже справка о доходах? Да, точно так же подается справка о доходах, но опять-таки это же, скажем так, особого статуса данная семья не имеет, то есть это учитывается при получении льгот, то есть в том же самом выплаты на третьего ребенка. За коммунальные который услуги, да, оплата коммунальных услуг? Вот. Ну, вопрос о коммунальных услугах, здесь я затрудняюсь вам сказать, потому что у нас вопрос о многодетных, если мы говорим, они и так имеют льготу в размере 50% на оплату коммунальных услуг. Вот, относительно же, то есть, Малообеспеченных, это надо уточнять уже, да? Если говорить о нововведениях в порядке оформления материнского капитала, что нового в этой части, что изменилось? В этой части изменилось, скажем так, мы в прошлой передаче говорили с вами о том, что использование материнского капитала невозможно до достижения ребенком 3 лет, то есть на ребенка, который он выдавался, за исключением детей-инвалидов и вопросов их социальной адаптации. На сегодняшний день возможно использование средств материнского капитала с рождения данного ребенка, но только для погашения кредитов на улучшение жилищных условий и для оплаты дошкольных учреждений. А кому положен материнский капитал в 2018 году? Изменилось ли Нет, перечень в данной ситуации, категорий? то есть категория не изменилась. Может претендовать семья, имеющая 2-го и последующего детей. А как получить разовую выплату из средств материнского капитала и кто имеет на нее право? А могут ли ее получать, например, владельцы сертификата, которые получили его до 2018 года? Дело в том, что сейчас затрудняюсь относительно разовой выплаты. Вот в данном случае у нас изменений не было в федеральном законе. То есть у нас были предусмотрены для крымчан, то есть разовые выплаты в 2017-2016 годах. То есть на сегодняшний день у нас не регламентируется законодательством именно выплаты разовые средств материнского капитала, ну, за исключением его использования по целевым назначениям. Спасибо. У нас есть звонок с вопросом от телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела, вот только что я услышала, я с Советского района, меня зовут Рузанна. Я Да, одинокая мама. Я вот услышала сейчас, что на ребенка одинокая мама получает 5000 рублей с 1 января. Но у нас в Советском районе так и выплачивают 1599 рублей на ребенка. И вот хочу узнать, как это понять. Закон в Крыму это же одинаковый, не 5000. только... У нас шла речь про Да, это у нас квартал. сейчас шла речь, дело в том, что телезрительница Спасибо за ваш неправильно поняла нас. Мы говорили не о новой выплате для одиноких матерей, мы говорили о той выплате, на которой на сегодняшний день существует, и существовала и в 2017 году, и, по-моему, и в 2016 Да, году. то есть это цифра касательно выплаты за квартал, да? Да. Ежеквартальная выплата составляет в сумме вот единоразово вот такую цифру. Ну, я понял, что телезрительницу интересует, в чем нововведение. Просто мы говорим не о новой норме, а Да, к сожалению, для матерей-одиночек пока еще увеличений нет. Но будем надеяться, что здесь тоже, да, произойдут такие увеличения. И, конечно, сумма небольшая, ее обязательно нужно увеличивать. Скажите, пожалуйста,
Увеличился ли размер отчислений по алиментам? Вот в этом году изменилось ли что-то касательно выплаты алиментов? Каков будет взимаемый процент, вот если алиментное соглашение не заключено, например? Но дело в том, что у Российской Федерации на сегодняшний день нет ни минимальных, ни максимальных размеров алиментных обязательств. Они определяются у нас либо соглашением, либо судом. Вот. Был законопроект у нас об установлении минимального размера алиментных обязательств в размере 15 тысяч. То есть была такая законодательная инициатива, то есть данный законопроект не прошел. Вот. Однако есть изменения в данной сфере относительно того, что на сегодняшний день, если алименты выплачиваются по исполнительному листу, по месту работы должника, то индексация сумм на сегодняшний день уже может проводиться непосредственно предприятиям, которые выплачивают данные пособия. Спасибо большое. Давайте послушаем, у нас есть вопрос от телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Вот у меня 5 детей. Какие пособия я могу оформить? Вообще все пособия, да, которые возможны, вы имеете в виду, да, на сегодня? Да. Спасибо. Вот. Но если мы говорим о всех пособиях, которые возможны, то в данном случае я все-таки бы посоветовал телезрительнице обратиться в органы труда и социальной защиты населения, поскольку они, в принципе, занимаются выплатой практически всех пособий, которые предусмотрены на сегодняшний день для многодетных семей. Вот. Я думаю, что там ей ответят более полностью, причем с учетом тех документов, которые они могут быть затребованы. Ну, в общем, какие-то льготы, давайте еще обозначим, да, которыми может пользоваться многодетная семья в принципе. Вот, да? Ну, на сегодняшний день мы знаем о том, что у нас, мы сейчас проговорили о том, что у нас существуют выплаты на первого, на второго. Собственно говоря, мы говорили о том, что есть выплаты на третьего ребенка. Вот, опять-таки, данные выплаты обуславливаются размером среднедушевого дохода. То есть, если мы говорим о третьем ребенке, то среднедушевой доход семьи не должен превышать размера прожиточного минимума. То есть, если мы говорим о первом и о втором ребенке, то там идет 1,5 размер прожиточного минимума, то на третьего ребенка уже ограничивается именно размером прожиточного минимума на каждого члена семьи. То есть первое, это, по крайней мере, по вот этой ежемесячной денежной выплате. Как минимум может обратиться телезрительница, да, и предоставив справки о доходах уже... Да, ну если с учетом того, что там 5 детей, насколько я услышал, то на первых детей, то есть на первого, на второго, соответственно, там уже вряд ли будет выплата, поскольку я так понимаю, что они уже возраст более чем полуторагодовалый. Вот, ну, возможно, на третьего ребенка, то есть, возможно, выплата. Спасибо большое. Кирилл Петрович, скажите, пожалуйста, вот вы проводите много консультаций, да, в рамках деятельности общественной организации «Семьи России». С какими вопросами, вот еще из тех, что мы не озвучили, может быть, обращаются матери к вам, да, вот на сегодня семьи? Какого характера эти вопросы? Что чаще всего спрашивают, интересует, вот кроме пособий, того, о чем мы сегодня говорим? В принципе, в основном к нам по пособиям и не обращаются, то есть для этого вполне справляются органы труда и социальной защиты населения, поэтому, в принципе, мы с этими вопросами и не сталкиваемся в своей деятельности. У нас более вопросы, скажем так, частного характера. Это относительно, опять-таки, жилья, то есть споры между супругами, споры относительно воспитания детей и усыновления. Ну, также есть и разные там споры имущественного характера. А какие на сегодня вот вы ведете, вот сейчас судебная практика у вас, по каким делам идет? Представляете интересы? Ну, я скажу так, нам недавно обратилась семья из Джанкоя, сейчас рассматривается дело, точнее, оно уже передается в суд апелляционной инстанции относительно выселения семьи, то есть там есть и несовершеннолетние дети, и пенсионеры. Вот, на сегодняшний день принято решение о выселении данных граждан без предоставления им иного жилого помещения. Вот, на сегодняшний день мы рассматриваем, то есть и обжалуем вступившие, ну, не вступившие в законную силу решения. Ну, как бы процесс идет активно, да, люди обращаются. Да, процесс идет активно. Получается отстаивать их права, да, семей. Да, за последние 3 месяца к нам обратилось порядка 70 человек.
То есть судебных процессов, слава богу, у нас не так уж много, то есть зачастую мы справляемся именно консультациями. Вот. Ну, где-то Но в то же время вы можете помочь и составить иск, да, и непосредственно уже обратиться в суд. При необходимости мы обязательно составляем процессуальные документы, то есть также объясняем людям, как им необходимо, то есть воспользоваться своими правами при обращении в суд. Если же необходимо, то есть наше вмешательство, то есть мы обязательно в обязательном порядке принимаем участие. В том числе и по взысканию алиментов. В том числе и по взысканию алиментов. Спасибо большое, Кирилл Петрович, за то, что вы к нам пришли сегодня в студию. Время нашей программы уже подошло к завершению. Напомню, что мы говорили сегодня о мерах государственной поддержки российских семей, размере пособий и выплат в 2018 году. Мы еще вернемся к этой теме. Я думаю, что мы обязательно пригласим представителей Управления труда и социальной защиты, которые уже более детально смогут рассказать еще об этих нововведениях, да, чтобы наши телезрители могли воспользоваться ими уже в своей жизни. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Всего вам хорошего. Увидимся в следующую пятницу в 19:00.